Уважаемые зрители, приветствую вас на стадионе РЦОР-ПГУ на матче чемпионата Республики Беларусь по женскому футболу. Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и желаем вам получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча между командами РЦОР-ПГУ и футбольного клуба «Минск». Надеемся, что матч пройдет в духе честной игры и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Главные тренеры определили следующие составы команд. Футбольный клуб «Минск». Номер 1. Жаманкова Мария. Номер 7. САС Анна. Номер 9. Куч Армиса. Номер 11. Капитанович Селма. Номер 13. Бакун Диана. Номер 18. Алтуры Джина Ибаин. Номер 23. Побегаева Анастасия. Номер 25. Эби Онов. Номер 33. Красикова Анна. Номер 44. Богдан Валерий. Номер 99. Кубичная Ксения. Главный тренер команды Андрей Пышкин. Главный тренер команды определил следующий состав взорки ПДУ. Номер 15. Крылова Виктория. Номер 4. Иванчик Дарья. Номер 5. Киянка Кристина. Номер 6. Мирошниченко Лиана. Номер 8. Капыша Ольга. Номер 11. Васильева Алина. Номер 13. Щерба Алина. Номер 16. Жиголка Лилия. Номер 19. Гирчиц Полина. Номер 21. Шмаровская Диана. Номер 97. Бенкевич Яна. Главный тренер команды Русецкий Сергей. На сегодняшней игре работает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Павел Коронец. Первый помощник судьи Владимир Русак. Второй помощник судьи Сергей Чайчик. Четвертый судья Артем Ясин. Инспектор матча Игорь Круг.
просим вас встать на время звучания государственного гимна Республики Беларусь. Здравствуйте, уважаемые любители женского футбола, да и футбола в принципе. Вас приветствует комментатор Павел Быков. Мы с вами сегодня понаблюдаем за женским футболом в Беларуси. Высшая лига нашей страны, и Зорко БДУ встречает футбольный клуб Минск. Команда находится наверху турнирной таблицы, делит между собой второе и третье место. Ну, не делят, а находится, точнее, на втором и третьем. Да, есть разница между очками у них. Сказать разницы в классе, наверное, язык у меня не повернется. Впрочем, все увидим сами на зеленом газоне стадиона. Давайте познакомимся с составами команд. Начнем мы с состава футбольного клуба «Минск». Первый номер в воротах сегодня играет Мария Жеманакова. Далее полевые игроки по номерам. Номер 44 Валерия Богдан. 13 номер Диана Бакум. 18 Реджина Оту. 13 Анна Красикова. 23 Анастасия Побегайла. 7 номер Анна Сас. 99 капитан команды Ксения Кубичная. Номер 9 Армиса Куч. 11 Сельма Капитанович. И номер 25 Эби Ономе. Главный тренер команды Андрей Юрьевич Пышник. Ну а теперь познакомимся и с составом команды хозяек Зорко БДУ. На последнем рубеже сегодня 15 номер Виктория Крылова. Далее полевые игроки по номерам. Алина Васильева, номер 11, 13 Алина Щерба, 6 Дарья Иванчик, 6 номер капитан команды Ляна Мирошниченко, 19 Полина Герчиц, номер 5 Кристина Киенко, Киянка. Приношу свои извинения. 21 номер Диана Шмаровская, 16 Лилия Жиголка, 8 номер Ольга Капыша и 97 номер Яна Бенкевич. Главный тренер Сергей Владимирович Русецкий. Вот как, кстати, команды и представлены. Все готово к тому, чтобы мы с вами посмотрели за женским футболом. Говорил я уже сегодня в самом начале своего репортажа о том, что команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Давайте вспомним о запасе баллов у одной и у другой. Напомню, на первом месте у нас идет Минская Динамо. Сыграно 18 встреч, 54 балла у команды, которая сейчас возглавляет турнирную таблицу. Минская Динамо. Разница забитых и пропущенных у них 135, простите, против 3. На втором месте Минск, который сегодня в гостях у Зорки. У них 48 набранных баллов при 18 играх. Ну и вот Зорко БДУ, команда, которая пока располагается, главное слово, на третьем месте. 37 баллов у них в активе. И, соответственно, отставание на 11 очков. 19-я игра в чемпионате. Видим мы, что Минск сразу идет в атаку. И уже первая попытка. Не увенчалась она, правда, пока успехом. Но первая попытка проникающей передачи есть. Есть первый удар по воротам на месте на последнем рубеже вратарь Зорки БДУ. Вот так вот Минск очень быстро показывает, кто здесь хозяин. И уже были близки на первой минуте к первому своему успеху. Посмотрим, получится ли что-то в контратаке у Зорки БДУ. Попытка атаки идет, развивается левым флангом, но здесь встречают сразу два игрока Минска свою соперницу. Мяч отобрали, но однако видим мы,
что было нарушение правил. О чем нам возвестил свисток главного судьи. Давайте, кстати, тоже представим судейскую бригаду сегодня. Главный судья Павел Коронец. Помогают сегодня ему Владимир Русак и Сергей Чайчиц. Четвертый судья Артем Ясель. Ну и судейский инспектор Игорь Круг. Попытка выйти из обороны в атаку через другой фланг. И снова мы слышим свисток главного арбитра. Передача налево. Не прошла передача в центр. Здесь она предназначалась для Сельми Капитанович. Передача на правый фланг в исполнении Эбби Аноме. Вот она сейчас. Эбби на ваших экранах. Налево. Побегайло. Делает передачу на Валерию Богдан. Однако мяч, как видим, пределы поля покидает. Вбрасывание. Перехват от Зорки БДУ. Неточный пас. И мяч становится легкой добычей Реджины Оту. Переход направо. Мяч на правом фланге. Приходится играть через номер 99. Через Сеню Кубичную. Можно отсюда и пробить, можно отдать. Есть передача налево, есть прострел. И здесь первый на мяче оказывается на дальней штанге защитник РЦР БДУ. Поэтому, видимо, и первый угловой сегодняшней встречи. В пользу футбольного клуба Минск. Есть разбег, есть навес. Не дотягивается здесь Виктория Крылова до мяча, как показалось. И уже с другого фланга мы увидим еще одну подачу углового. Будет ли розыгрыш? Видим, что одна из игроков Минска предлагает розыгрыш, что не тут-то было. За кем подбор? Подбор за РЦРом БДУ. Есть шанс для выхода в контратаку. Не точно. Можно здесь пробить. Есть удар, но прямо по позиции Виктории Крыловой. Есть время Виктории подумать, через кого вести мяч в игру. Обратная передача следует на вратаря. Нужно что-то придумать. Видимо, что сразу три игрока Минска демонстрируют нам прессинг и тем самым не дают выйти из обороны в атаку. Хороший треугольник с участием Валерии Богдан. И Валерия находит передачу впереди своего партнера по команде. Передача налево. Побегайло. Стасия идет 1 в 1. Есть навес на дальнюю, но вот на дальней никого нет. Но все-таки мяч остается у Минска. Можно бить. Не очень точно. Вынос от 11-метровой от защитника. Отбивается пока Зорка по прошествии 5 минут, но Минск очень сильно наседает на последний рубеж хозяев. И нужно придумать что-то Зорки БДУ для выхода из обороны в атаку. Видим мы, что пока в этом компоненте не все в игре получается. Снова налево. Валерия Богдана делала передачу. Здесь побегала, разобралась. Нет, не разобралась. Нет нарушения правил. И мяч у Зорки БДУ. Попытка сделать передачу на левый фланг не увенчалась успехом. Здесь Эбби подбирает мяч. Передача направо. От Оту. Бакум. И вторым темпом начинается атака. В итоге вынуждены вернуть мяч вплоть до оборонительной линии. Аноме. И снова налево. Раз за разом там очень неплохо себя показывают Побегайло и Богдан. Прострел. Какая срезка здесь могла быть? Чуть не привезли в свои ворота сейчас. Да, Киенко, нельзя так. Простите, Киянка. Кристина, прошу меня извинить. Киянка чуть не срезает свои ворота. Вот так был подарок сейчас для Вики Крыловой. Если бы
Не была она так внимательна. Уже можно было из ближней доставать, причем здесь бы стараниями обороны завершилась эта неприятная история. На правом фланге здесь появляется Виктория. Крылова первая на мяче, мяч у нее в руках. Можно продолжать, все хорошо. Ищут варианты для того, чтобы сделать передачу, но, как видим, в итоге мяч идет к игроку, который находится под опекой, и мяч возвращается к правому защитнику Зорки БДУ, и попытка сыграть через левый. Тут же опять снова мы видим прессинг, мяч покидает пределы поля. Вбрасывание в пользу Минска. Есть вбрасывание, но снова еще одно вбрасывание, и снова в пользу Минска мы увидим аут. Капитанович. Передача к защитнику. И снова видимый периодический переход налево. Нет положения вне игры. Побегайла. Нет, не успела. 23 номер догнать мяч. Настя не успевает. Поэтому тот пределы поля покидает. И мы увидим удар от ворот. Видимо, что есть проблема при выходе из обороны в атаку. Не получается это у Зорки БДУ. Так сразу Минск явно взялся серьезно за дело. Подопечный Андрея Пышника, не стесняясь, играет первым номером. Наверное, в принципе, сложно было ожидать чего-то другого от Минска в данной ситуации. Но и с другой стороны, можем увидеть, насколько все-таки пока ощутимая разница между клубами, которые борются за второе и третье место соответственно. Если кого-то не убедила изначально разница в 11 набранных баллов между ними за 18 сыгранных встреч, то вот сейчас можете увидеть, что при всем при этом, наверное, вот сейчас Зорка БДУ редко выбиралась до той линии, за которой сейчас мы видим вбрасывание в пользу хозяев. Атака левым флангом. На месте здесь защитник Минска. Однако снова перехват от Зорки БДУ. И снова видим мы атаку в исполнении команды хозяев. Передача на левый фланг. Есть скидка головой. Может здесь побороться. Еще одна скидка. Да, не поняли здесь друг друга. Мирошниченко Лиана очень неплохо делала скидку, но вот ее партнер по команде не оказалась в предполагаемой зоне паса, поэтому быстрый перехват. И вот мы уже видим, как Минск мчится на всех парах к воротам соперниц. Капитанович здесь долго боролась. И увидим мы угловой. Сельма зарабатывает угловой в пользу своей команды. Еще одна подача. Первые 10 минут завершаются со счетом 0-0. Но видим мы, что Минск раз за разом приближается, пристреливается к воротам Крыловой. Такой вот розыгрыш, домашняя заготовка. Есть навес на месте здесь. 15 номер. Первая на мяче, забирает мяч в руки. Атака Зорки БДУ. Опасно может получиться, да, но здесь, я думаю, просто не успеет за мячом игрок Зорки, поэтому через вратаря. Побегайла. Сильный заброс вперед. Нармису Куч. Да, Гуч здесь пыталась, но не получилось у нее обыграть последнего защитника. Капитанович на Побегайла. Побегайла скачивает оборону и будет навес от Анастасии, но прерывает навес игрок обороны Зорки БДУ. Мяч покидает пределы поля. Увидим еще один угловой.
Итак, подача. Мяч следует на дальнюю. Крылова разбирается здесь. Однако слышим свисток главного арбитра, и удар от ворот нас ожидает. Снова видим, что не практикует Крылова дальний удар. Розыгрыш идет с ближним защитником. Но же потом пытаются найти обострение впереди. Пас в одно касание, но не очень точно, к сожалению, в исполнении Яны Бенкевич. Бенкевич ли это была, или это Шмаровская? Нет, все-таки, наверное, это была Диана. Шмаровская по 21 номером. Здесь атака правым флангом. Показывает Побегайло, что ну вот же я готова. Здесь мяч чудом разминулся с рамкой ворот. Не очень удачно играет защитник. Показалось мне. Гирчис ли это? К сожалению, немножко отсвечивают похожего цвета на форме Зорки БДУ номера. Такие неоднотонные. Поэтому простите меня заранее, уважаемые любители футбола. Где-то, возможно, не все смогу разглядеть. Но буду стараться, конечно же, не допускать ошибок в идентификации игроков. Хорошая передача на Побегайло. Побегайло на Капитанович. И снова в работе Виктория Крылова. Снова она первая на мяче. Мяч у нее в руках. Шанс начать атаку. Мирошниченко играет налево. Сильно вперед. Надеюсь, что там зацепится кто-то из партнеров по команде за мяч, но очень проблематично это было сделать. 8-му номеру Ольге. Кто же там был? Это было Капыша, Оля. Разобрались. Видимо, что Зорка предлагает сыграть в 3 защитника. Сразу передача, минуя среднюю линию, уходит на левый фланг. Шанс. Вот есть передача, но поздно увидела ее Мирошниченко. И поэтому здесь, к сожалению, в центр передачи проследовал уже очень поздно, когда уже был прочитан данный сценарий развития игры командой соперниц, ввиду чего не удалось успешно реализовать задуманное. Ну вот редкий момент, когда видим мы Марию Жеманакову в игре. Не так часто Жеманакова встречается с мячом, по крайней мере в первых 15 минутах встречи. Но с другой стороны видим мы, что раз за разом Зорка БДУ после того, как успешно отбивается, все-таки находит лазейки для того, чтобы вывести мяч из обороны в атаку. И уже за последние 5 минутку, наверное, 3-4 раз уверенно переходит половину поля в попытке создать остроту у ворот Минска. Да, возможно, получается не все. Очередная атака Минска. И снова здесь первая на мяче окажется Виктория Крылова. Ну и шансов здесь было мало у кого-то еще добраться до мяча. Видите, что ближайшая Настя Побегайло, 23 номер. И так как бы уходила левее, наверное, не самая лучшая передача. Ну а вот теперь видим мы попытку и от Крылова ввести мяч в игру не через защитника, а выбив его вперед. Как видим, получилось не очень. Мяч перехвачен. Побегайло будет навешивать. Обыгрывает 1 в 1. Можно давать право. Сама идет Настя. Никто ее не встречает. Можно и пробить уже здесь Побегайло. Каким-то чудом только 3-й игрок на ее пути все-таки смог отобрать мяч у Побегайло. Как-то она очень легко разрезала фланг обороны. Как по нотам разыграно. Нужно здесь уже бить, наверное. Хороший выстрел и мяч в сетке ворот. Армиса Куч, 9-й номер, забивает
Свой первый гол в этой встрече за Минск. Открывая счет в игре. Смотрим повтор. Да, получил отличную передачу от Капитанович. И Куч забивает. 29 лет этой девушке из Малаги. В 2019 году последний раз она играла именно там. После этого была Сараево. Ну вот уже из Сараева оказалась она в Минске. Насколько я, если правильно помню, 9-й гол в составе ФК Минск у нее. Сыграно 4 встречи. Поздравляем Армису с открытием счета в данной игре. Давайте посмотрим, что предложит Сергей Русецкий, его команда, после того, как счет изменился. Что-то придумывать нужно. Ну а мы тем временем видим очередной перехват и попытку атаки Минска уже через правый фланг. Эх, здесь оступилась Побегайло, убирал уже мяч вправо, да, закидывает голову, обидно Анастасии. В очередной раз видим, мы отмечаем ее индивидуальное мастерство. Ну а теперь атака Зорки БДУ. Здесь поспешили, судя по всему, с передачи, но как есть, так есть. И уже контратака. Правый фланг. Рвется по нему. Какой выстрел в ближнюю! Очень неплохо. Не успел, к сожалению, разглядеть, кто же это был. На месте Виктория Крылова. Опаснейшее исполнение, отличный выстрел. И видимо, что будет пытаться Крылова ввести мяч в игру дальним ударом, судя по всему. Так и есть. И снова первый на мяче. На втором этаже игроки Минска. Побегайло. Передача на Богдан. Богдан отыгрывается с Капитанович. И в игру включается Эбианоми. 25 номер. Футболистка из Нигерии. Вбрасывание в пользу футбольного клуба Минск. Перехват, но здесь нужно быть аккуратней, да. Достается по ногам здесь Побегайло. Я абсолютно согласен здесь с решением главного арбитра. Увидим мы довольно опасный штрафной. Полина Гирчиц, мне кажется, именно Полина здесь нарушала правила, не смогла разобраться со своей визави. Посему опасный игровой эпизод и шанс у Минска для того, чтобы счет увеличить в этой встрече. Да, возможно, удар отсюда не самое благоразумное, но Ксения Кубичная может и отсюда ударить. И удар Ксении позволяет ей даже отсюда вколотить мяч в ворота Виктории Крыловой. Посмотрим, что будет делать Минск. В принципе, можно отсюда и пробить, и отдать. Кубичная. Сбегает Кубичная, и попытка... Не уверен я, что все-таки это удар. С другой стороны, довольно высоко и довольно сильно следовала передача. Может быть, чуть-чуть ближе, но опять-таки, будь это некая домашняя заготовка, наверное, в той зоне кто-то из игроков уже бы находился. Либо просто слишком сильно сыграно, поэтому кто-то туда не успел, потому что, в принципе, было несколько игроков Минска, которые начали движение плюс-минус метр в ту позицию, на которую мяч в итоге попал. Шанс для контратаки. Не успевает здесь на скорости Оля Капыша разобраться. И вбрасывание в пользу футбольного клуба Минск. Половина первого тайма позади. Сыграно уже 20 на минуту. 22-я взяла свой разбег на 60 секунд.
И вот есть отличный шанс, но здесь вовремя подстраховывает Мария Жеманакова своих защитников, выходит из ворот, выходит вперед и мяч забирает. Богдан. И мяч покидает пределы поля, однако видим мы свободный удар. Снова налево. Есть навес на дальнюю. Выше всех выпрыгивает. Кто же это был? Это Капитанович. Видимо, что устанавливает. Нет, это все-таки Армиса Куч, наверное, да. Куч выпрыгивала выше всех, но мяч не получается у него нанести акцентированный удар, поэтому Виктория Крылова от ворот. Вбрасывание есть, навес мы видим. Снова на дальнюю. Подбор за 18 номером. И от ОТУ выстрел в сторону ворот, но очень высоко, очень неточно. Розыгрыш видим от Зорки БДУ. Снова попытка перевести мяч туда, в район центрального круга, где должны побороться за него партнеры по команде защитников Зорки. Но пока мы видим, что такая тактика успеха не приносит. Раз за разом мяч оказывается в ногах у Минска. Красиво здесь разобралась Даша Иванчик. Накрутила сразу двух игроков и вернула мяч. Своему вратарю. Попытка построить выход из оборонного атаку через правый фланг успехом не увенчалась. Вне игры, судя по всему. Да, достается здесь Ольге Капыша. После отскока мяч попадает ей в лицо, но вроде бы Оля может продолжить игру. Так несколько раз она тревожно для тренерского штаба взялась за нос, но вроде бы все нормально. Куч очень хорошо может пробить отсюда. Армиса пробивает. Как неплохо убрала она защитника и пробила в ближний. Но Крылова на месте. Может быть, не очень сильно, но очень коварный был удар в исполнении Армисы Куч. 25 минут сыграно, смотрим повтор. Отлично сыграно, технично пятка. И тут такой удар, явно которого не ожидала Крылова. Все-таки, наверное, была она уверена, что там и защитник немножко подсобит. И с подобной позиции крайне комфортнее намного бить как раз по позиции голкипера. Но Куч в очередной раз показывает свой высокий уровень. Соответственно, пробивая в противоположный угол, причем так из-под защитника, мяч еще скакал. При прочих равных очень непростой удар. И только мастерство Вики Крыловой не позволяет стать счету 2-0. Мяч у Минска. Побегайла. Тащит мяч по левому флангу. Показывает ей партнер по команде, что можно отдать ноги в центр. Это была... И здесь забегает Армиса Куч в офсайд. Судя по всему, да, отличная передача. И Сельма Капитанович тогда просила передачу на ход в центр. И тут же в касание отдавала на Армису Куч, которая, правда, к сожалению, уже забралась в положение вне игры.
Посему свободный удар. Крылова с мячом. Играет налево. Снова попытка выбить вперед. И снова здесь первый на мяче игроки Минска. Но не получается, не работает это. Надо придумать что-то другое. А что придумать, если через пас выйти не получается? Есть передача, можно бить. Хороший выстрел в исполнении 13 номера. Хотя скорее даже это навес на дальнюю. Наверное, так. Да, Бакум здесь отлично все сделала, но, наверное, все-таки это была попытка пробить в дальний верхний. Но вот теперь новая попытка. Теперь уже не Крылова выбивает мяч, а просит это сделать кого-то из защитников. И изначально вроде бы все получалось. Первые с мячом встретились именно игроки Зорки БДУ. Дальний удар в исполнении Минска. Не увенчался он успехом. Существенно выше ворот. Крылова. Снова готовится ввести мяч в игру. Удар от ворот. Отбиваются хозяева. Капитанович. Отличная зрячая передача. Армиса Куч немного не успевает до мяча. Вот Крылова прочла подобное развитие событий. Умело выходит из ворот вовремя и забирает мяч. Мяч остается у Зорки. Здесь нарушение правил, да, конечно, не по правилам в спину. Атаковали Дарью Иванчик. И снова включают в игру Крылова. Крылова в касании переводит на фланг. Киянка здесь. Киянка сильно зрячий вперед, но первый на мяче защитник Минска. Подбор за Зоркой БДУ. Хорошо в касании. Тут продлить бы эту передачу. Самоотверженно. Неплохо. Герчиц навес. Не увенчался успехом. Да, Полина неплохо навешивала. Неплохая задумка. Полина Герчиц. Также неплохо исполнено, но на мяче первой оказалась на втором этаже защитник Минска. Капитанович играет на Оту направо. Продолжает атака правым флангом. Можно ударить, можно отдать. Поздновато затянула здесь с пасом сместившаяся Настя Побегайла. Уже явно закрывали с двух сторон ее и, соответственно, не вышло. Не вышло сделать передачу. Эбби. На левом фланге Лера Богдан. Пас на Бакум не увенчался успехом. Перехват. Но очень быстро Минск возвращает мяч в свои владения. И очередной редкий случай, когда мы видим в работе Марию Жуманакову. Эбби направо. Получает обратную передачу. И снова налево. Очень часто видим и передачу от Аноми налево. Не очень сильный пас, но такая хорошая проникающая передача у Валерии Богдан. По задумке супер, но может быть чуть сильнее. Потому как видим мы, недостаток силы в данной передаче привел к тому, что мяч Зорка перехватила. А здесь оставляют мяч в игре.
Хороший пас. Гирчец. Какой удар у Полины Гирчец, но мяч сваливается с ноги. Не получается у нее нанести акцентированный такой крученый удар в дальнюю. Но попытка. За попытку зачет. И уважение Полине Гирчец. В такой ситуации, да, конечно, были впереди возможности для паса, но выбор пал в пользу удара. Да, получилось, возможно, не очень, но по задумке все очень и очень неплохо. Вот это да, ничего себе, какой разворот в исполнении Анны Сас. Как круто Аня тут разобралась, развернулась. И видя, что все-таки Виктория Крылова в очередной раз выходит из ворот, посмотрите, какая красота. Развернулась и просто перебросила кипера. Супер. Очень хороша здесь Сас. Вопросов нет. Сейчас становится 2-0. И у нас чуть больше 10 минут до завершения первого тайма. 2-0 Минск ведет. Все по игре. Судя по всему, состоялась замена. Или же просто какая-то помощь оказывалась игроку. Пока не могу сказать точно. Мне показалось, кто-то покинул все-таки пределы поля у Зорки БДУ. Могу ошибаться. Мне кажется, все-таки появился на поле Екатерина Чаюк, мне кажется. Да, Катя Чаюк по 14 номеру на поле появилась. Кого она заменила, чуть позже разберемся. Пока вот я Ольгу Капыши не вижу. Возможно, что именно Чаюк вышла вперед для того, чтобы создавать остроту. Сейчас еще раз попытаюсь понять. Да, по-моему, вот Олю Капыша я не вижу сейчас на поле. Поправьте меня, если это не так. Хорошая передача. Ох, как технично здесь сыграно. Направо. Убрала сразу двух. Сельма Капитанович. И хорошо выстрелил. Нужно отметить еще Ату. Конечно, Ату сделала суперскую передачу. Умело обыграла двух. Зрячо аккуратненько вырезала на Сельму. Ну и та, убрав сразу двух игроков со своего пути, пробивает с левой. Но, к сожалению, удар этот заблокирован. Счет все так же 2-0. Но отлично. Отличный по качеству и технике исполнения игровой эпизод. Жеманакова. Ну что ж, друзья, судя по всему, так и есть. Судя по всему, Чаюк Екатерина заменяет Ольгу Капыша. И отныне ей отвечать за острие атаки в Зорке БДУ. Атака Минска тем временем. Перевод мяча на правый фланг. Оту. На Сас. Сас возвращает легионерки из Нигерии. Та дает мяч назад и в центр на Эбби. Отлично видит здесь свободную зону Валерия Богдан и тут же включается в эту игру. Практически все ей удалось. 36 минут ровно сыграно. Хорошая задумка здесь на Чаюк сыграть. Но здесь очень уверенно себя чувствует Эбби Аноми. Закрывает мяч корпусом и тут же находит передачи нескольких своих коллег. Атака правым флангом. Мяч где-то совсем на линии боковой. Однако пределов поля не покидает.
И таким нехитрым образом добирается он до защитников, до двух центрдефов Минска. Неточная такая передача, не очень понятно, на кого здесь рассчитывал Эбианоми, но подбирают, почищают за ней. Сильно вперед от Кубичной. Но здесь в последний момент защитник Зорки выбивает мяч из ног Армисы Куч. И видим мы очередной угловой в исполнении Минска. Навес очень сильный на дальнюю. Здесь рукой все-таки касается, мне показалось, Виктория Крылова мяча. В любом случае там защитник устремляется за мячом, не дают ему выйти. Тут же передача в пас. Неплохо. Вбрасывание в пользу Зорки БДУ. Мяч в игре. Герчиц. Неудачный пас от Герчиц, хотя здесь по линии, наверное, важнее было оставить мяч в пределах поля. С этой задачей она справилась, но вот пас был неточен, и с мячом завладел Минск. Начинается осада ворот Зорки БДУ. Побегала, поднимает руки, мол, я одна. Пробует ударить с левой, но мяч тут же заблокирован, он взмывает с свечой вверх. Еще один подобный игровой эпизод. И слышим мы свисток главного арбитра встречи. Разыгрывает с вратарем Киянка. Крылова пытается перевести мяч на другой фланг. Не увенчалось это успехом. Снова перехват. Сас направо. Сас получает мяч назад, делает прострел. Мяч попадает в защитника Зорки БДУ. И не очень удачный пас. Видим мы, что мяч покидает боковую линию. И видим вбрасывание аут в пользу Минска. 40 минут у нас сыграно, еще 5 минут первого тайма. И уйдем на небольшой перерыв. Ну а пока смотрим за попытками Зорки отыграть хотя бы один. И за попытками Минска забить третий. Удар от ворот. Что-то здесь пытается высказать помощнику арбитра Армиса Куч. Мяч в игре. Богдан. Опасно могут закончиться такие игры. Игра в горячую картошку мячом в своей штрафной, тем более, когда там уже дежурит и Куч, и Капитанович. Но вот в данном эпизоде все заканчивается пока благополучно. Всего лишь аут в пользу Минска. Куч. Бенкевич на Гирчиц. Гирчиц перебрасывает. Получается здесь еще передачу отдать. Отлично сыграно в исполнении Дианы Шмаровской. Очень красивая, классная, осознанная атака от Зорки БДУ. Шмаровская снова с мячом. Перевод на фланг. Догонит ли здесь? Партнер по команде догоняет. И даже остается мяч в игре. Гирчиц подскальзывается и падает. Еще одно падение. Нарушение правил в атаке, судя по всему, допустила его 21 номер. Ну а мы видим, как главный арбитр встречи приглашает медицинскую бригаду на зеленый газон стадиона, потому как, видим, ОТУ подняться не может. Пауза у нас в игре. ОТУ держится за левую ногу.
Вынужденная пауза. Реджина Ибианг Ату. Все-таки смогла подняться Реджина, но только при помощи сразу двух тренеров, и вдвоем они помогают ей покинуть пределы поля. Пожелаем ей здоровья, будем надеяться, она еще вернется в игру. Но у нас все-таки, да, это не нарушение правил в атаке, нарушение правил в обороне и очень опаснейший штрафной. Видим мы, у мяча находится Ляна Мирошниченко, которая отсюда может, ой-ой-ой, как изменить баланс сил в этой игре и отквитать для Зорки БДУ как минимум один. Но бить, судя по всему, будет не она. Нет, все-таки она. Отличный выстрел от капитана Зорки БДУ. Суперски, профессионально сыграно. И счет становится 1-2. Классный эпизод. Невероятно, смотрите, какое классное исполнение штрафного. Супер. Просто супер. А аккуратненько нашла брешь в стенке. И один мяч отквитала. Вот что значит капитан. Счет 1-2. Получает Минск в раздевалку гол. Но я думаю, что, в принципе, Мирошниченко не прочь, как и все ее партнеры по команде, уйти на перерыв со счетом равным. Не исключаю, что последние 1,5-2 минуты, сколько у нас будет еще компенсировано, девчонки потратят именно на это. Отчаянно здесь борется Диана Бакум за мяч. И в итоге выцарапывает аут в пользу Минска. Куч. Отличная передача от Армисы. Навес на дальнюю. Первая на мяче Виктория Крылова. Все у Вики под контролем. Менее минуты до завершения основного времени первого тайма. Мирошниченко. Хорошая передача. Может здесь получиться. Сложно. Нет поддержки у Дианы Шмаровской. Тяжело здесь Диане. И слышим мы свисток главного арбитра. Нарушение правил. Не исключено, что одна из последних атак наблюдается нами сейчас. Зависит все это, конечно, от того, сколько будет времени компенсировано и будет ли оно. Но пока вот я не наблюдаю судью, который бы говорил о компенсированном времени. Да, не будет компенсированного времени в первом тайме. Нечего здесь компенсировать. Таково решение Павла Кранца. Ну что ж, уважаемые любители футбола, у нас 1-2 после первого тайма. Очень скоро мы вернемся после перерыва, посмотрим, чем же завершится игра Зорки БДУ, которая сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице, и футбольного клуба Минск, располагающегося на втором. Не переключайтесь, после небольшого перерыва вернемся в эфир и посмотрим за футболом.
И снова здравствуйте, уважаемые любители футбола. У нас играет Зорко БДУ с Минском. Это белорусский чемпионат. Наблюдает за этой встречей вместе с вами комментатор Павел Быков. 1-2 у нас после первого тайма. Сказать, что счет по игре, ну, возможно, не во всем, потому что Минск владел преимуществом. И, как видим, мы по первым минутам второго тайма преимущество продолжается. Анна Сас, автор одного из голов. Удар! На месте. Виктория Крылова разобралась здесь. Виктория с этим непростым игровым эпизодом. Так вот, вернусь к своей, собственно, мысли. Сказать, что счет по игре сложно сказать, но отыгран. Просто Зорко исполнила правильно, хорошо исполнила свое стандартное положение. Наверное, один из немногих реальных моментов для взятия ворот. И таким образом реализация, в принципе, у Зорки отличная. Не хватает, конечно, движения впереди. Ну и, как видим, мы отмечали в первом тайме, были определенные проблемы при выходе из обороны в атаку. С этим были вопросы. Посмотрим, смог ли что-то изменить в настроениях и в понимании происходящего на поле своих подопечных Сергей Русецкий, главный тренер Зорки БДУ. Но пока давайте познакомимся с составами. Если увижу замены, тут же их озвучу. Пока видим мы только в первом тайме, напомню, Ольга Капыша покинула поле, Екатерина Чаюк вошла в игру. Сразу можно отметить, уже сейчас вижу я, что среди реализованных замен появилась Милана Суровцева. Вот как раз сейчас она на ваших экранах делает отличную передачу на фланге. Сложно было Милану не узнать. И дело тут не в 16 номере. Такой узнаваемой манеры игры у Миланы. Поэтому Суровцеву сразу обратил на нее внимание, потом увидел уже и номер. Казалось, да, Милана Суровцева в игре. Кого она заменила чуть позже, я вам скажу. Пока, к сожалению, не вижу. Тем временем отличный удар головой. Хороший выстрел. Еще один угловой мы увидим в исполнении Минска. Судя по всему, Минск хочет быстренько вернуться к комфортной разнице в 2 забитых мяча, осуществить быстрый гол. Удастся ли это сделать подопечным Пышником, мы узнаем. Отличный удар! Есть взятие ворот! Только мы об этом сказали. Эта леди уже отмечалась сегодня взятием ворот. Если не изменяют мне глаза, это Армиса Куч, которая сегодня уже забивала. Смотрим повтор. Да, Армиса здесь отлично забивает головой. И попытки защитников спасти ситуацию никоим образом не меняют положение дел. И у нас счет становится 3-1 в пользу Минска. Ну а теперь познакомимся с составами команд, с которыми, по крайней мере, они начинали. Начнем с состава Минска. Мария Жеманакова в воротах. Первый номер у нее на футболке. Далее Валерия Богдан, 44-й. Диана Бакум, 13-й. Оту, 18-й. Анна Красикова, 33-й. Побегайла, 23-й. Вот, кстати, Побегайла-то я не вижу. Возможно, вместо Анастасии Побегайла вошла в игру Милана Суровцева. 7-й Анна Сас, 99-й Ксения Кубичная, 9-я Армиса Куч, которая сегодня уже отмечалась. Мы видели ее не так давно на своих экранах. 11-я Сельма Капитанович и 25-я Эби Ономе. Итак, да, не вижу я Милану Суровцеву. Предполагаю, что... Ой, простите, Милану Суровцеву как раз таки вижу. Анастасию Побегайло пока не наблюдаю. Возможно, именно Настя уступила Милане место в составе Минска во второй половине игры. Хорошая передача вперед. Да, так и есть. Побегайло уступила место. Таким образом, 23-й номер Анастасия Побегайла свою роль уже исполнила, а вот Милана Суровцева только вступила в игру. Хороший перевод на фланг от Кубичной. Виктория Марчик по 14 номерам тоже вошла в игру. Кого она заменила, наверное, Красикову, пока не наблюдаю, 33 номер. Суровцева хорошо разобралась на фланге. Насас скатывает под удар. Бить нельзя, далеко. Виктория Марчик. Ну что ж, стало быть, видимо, что
Андрей Пышник 2 замены минимум произвел. Появилась Суровцева и Марчик. Куч забивает еще один. 1-4. Армиса Куч. Как-то очень просто все далось. Непонятно, как это произошло. Что-то сломалось в оборонных редутах подопечных Сергея Русецкого. И счет 1-4. Итак, вернемся к составу команд. Анна Красикова, стало быть, уступила место Виктории Марчик. Далее, 7-й Анна Санс. О ней мы уже говорили. Армиса Куч в очередной раз о себе напоминает. Мы смотрим, что будет придумывать в этой ситуации Сергей Русецкий. Давайте вспомним о составе его команды. На последнем рубеже Виктория Крылова, 15 номер у нее. Далее полевые игроки по номерам. 11-я Алина Васильева, 13-я Алина Щерба, 4-я Дарья Иванчик, 6-й номер капитан команды Ляна Мирошниченко, автора единственного пока гола в составе «Зорки» БДУ. 19-й номер Полина Гирчиц, 5-й Кристина Киянко, 21-й Диана Шмаровская, 16-я Лилия Жиголка и 97-й номер Яна Бенкевич. В первом тайме еще Ольга Капыша уступила место Екатерине Чиюк. Васильева убивает мяч, но подбор за Минском. Оту. Вперед мяча в центр. Гирчиц создавала прессинг на Эбби. Дает играть. Главный арбитр. Давайте, кстати, вспомним о нашем главном судье сегодняшней встречи. Конечно же, о тех, кто сегодня ему ассистирует. Главный арбитр встречи Павел Коронец. Помогают ему Владимир Русак и Сергей Чайчиц. 4-й судья Артем Ясель. Ну и судейский инспектор Игорь Круг. Опасный стандарт в исполнении Минска. Такой вот обманный маневр. САС делает передачу. Суровцева навешивает. Не получается зафиксировать мяч в руках у Виктории Крыловой. Снова попытка выхода через пас. «54 минуты у нас сыграно. Счет 1-4. Сказать, что у «Зорки» было много возможностей для того, чтобы изменить счет на табло, наверное, так сказать, нельзя. Но свою единственную возможность они уже реализовали в первом тайме. Сказать, что надеяться, что будет еще 3 таких возможности, наверное, не стоит. Нужно придумывать что-то другое. Еще одна возможность. Суровцева перебрасывала здесь Милана вратаря, но не преуспела в этом эпизоде. Но угловой мы увидим.
Угловой на 56-й минуте. Знаем мы, что есть там домашние заготовки у Пышника. Тем более один угловой уже, правда, с другой стороны закончился взятием ворот. Нужно быть аккуратней игрокам Зорки БДУ. Неудачный перевод мяча. На подборе первые игроки Минска. Марчик. Через Богдан налево. А вот она, побегала-то Настя. Значит, зря ее убрал-то из состава. Или это не она? Да нет, Анастасия. Да, жаль, что нет информации о заменах в прямом эфире. Есть такой маленький недочет. Приношу за него извинения нашим уважаемым зрителям. Ну, Красниковой точно не вижу, значит, побегала здесь. Стало быть, Красникова и кто-то еще. Может, Капитанович? Сельма Капитанович. Да нет, есть Сельма. Вот она. Сложно сказать. Ввели мяч в игру. 57-я минута встречи. Жеманакова через защитника. Марчик. Виктория с мячом. Вика возвращает мяч защитнику. Что же это такое? Мы видим прессинг. Причем такой довольно неплохой в исполнении Зорки. Очередная попытка выйти через пас. Да, получается. Все-таки у Минска получается чуть лучше, несмотря на то, что сейчас мяч уже потерян. Передача направо. Сразу две девушки бегут в нападение в исполнении Зорки БДУ, но за мячом не успевают. Обидно, конечно. Тем более не так часто мы видим активные действия Зорки на половине поля Минска. Но что-то да получается. Вот мяча от Зорки. Здесь так получилось зацепиться за мяч. Опасно могло быть. Неплохо здесь Мирошниченко действовала. Перехват от Иванчик. Щерба. Бенкевич была. И Минск бежит в атаку. 4 в 4. САС хороша. Передача от САС уже в падении не уверена. И капитан Зорки Мирошниченко с мячом. Налево на Иванчик. Даша здесь 1 в 1 против Вики Марчик. И в итоге нарушение правил. Стандарт в пользу Зорки БДУ. Замена. Эби Аноме покидает пределы поля. 25-й номер своей команды меняет рулевой Минска. В игру вступает Ульяна Асаула, номер 2. Это уже 3-я замена от Андрея Пышника. Стандарт в исполнении Зорки могут быть очень опасные, но в этот раз далеко, конечно же, до удара прямого. И поэтому Мирошниченко навешивает. Ну а там первые на мяче оказываются игроки Минска. Тем не менее, мяч остается у Зорки БДУ. Перевод на правый фланг. Есть навес. Уверенно действует Мария Жеманакова. Мяч у нее в руках. Давайте, кстати, вспомним о запасных, раз уж мы видим, что активно и один, и другой рулевой используют замены для освежения различных линий в игре. Вспомним, что у Минска есть еще Елизавета Пинчук, 10 номер у нее, Полина Малаева, 12-й голкипер, Анна Кашинская под 4-м и Наталья Смыкович под 17-м номером. Что же есть в запасе у
Сергея Владимировича Русецкого. Давайте тоже вспомним. Чаюк уже появилась. Екатерина Камлюк, первый номер, это голкипер. Надежда Воскобович, 17, Анастасия Лобашова, 23, Ксения Дубовик, 10, Анастасия Кривко под 24 номером. Это те, кто еще может выйти в составе Зорки БДУ. А здесь Суровцева в попытке догнать мяч устремилась к Виктории Крыловой, но Крылова на мяче первой, он у нее в руках. Еще полчаса нам играть, 60 минут сыграно, 2/3 игрового времени позади. Еще полчаса в запасе для того, чтобы изменить счет на поле командам, которые сегодня играют. Конечно же, для развития некой интриги, придания интриги этой футбольной истории хотелось бы увидеть более активные действия, возможно, взятие ворот в исполнении Зорки БДУ. Потому как все мы понимаем, что 1-4, видимо, что Минск при этом не собирается останавливаться. Это, конечно, показатель довольно серьезный. Но и никакой интриги при счете 1-4, конечно, говорить, к сожалению, не приходится. 4-2 это уже похоже на какие-то интересные варианты, но только если Дарья Иванчик немного все-таки ускорилась бы здесь, добралась до мяча, и перед ней открывались просторы левого фланга Минска. К сожалению, этого не свершилось. Будем надеяться, что все-таки найдет на нужные слова Русецкий для того, чтобы мобилизировать своих девчонок. Ну а тем временем наблюдаем мы за Армисой Куч. А теперь за Суровцевой. Как я уже говорил, довольно узнаваемая манера игры у Миланы. Искренне восхищаюсь этой спортсменкой и считаю, что при должном подходе, а насколько я знаю, подход к работе у нее очень серьезный к игре, я думаю, что всерьез и громко она о себе еще заявит. Причем и на международном уровне. Ну да ладно, не будем раздавать авансами комплименты. Пока скажем, что для своих довольно юных лет все-таки она уже в составе команды, которая борется за самые верхние позиции, выступает в Лиге Чемпионов. Здесь ужасная ошибка из Суровцева. С мячом Суровцева тут достается вратарю от Миланы. Неужели от Миланы? Как бы там ни было, напоминаю вам, что не каждый контакт — это нарушение. Конечно, хотелось бы, возможно, посмотреть повтор и увидеть, что же там случилось. Давайте понаблюдаем. Вот здесь Суровцева стрелится в подкате против Иванчик. Ну да, здесь, конечно, очень неприятное столкновение, но вполне себе игровое. Сказать, что здесь у Суровцева был некая задумка в данном эпизоде нарушить правила, принести травму и страдания Виктории Крыловой физически, я не думаю. Но, судя по всему, здесь правильно я истолковал данный эпизод. Видимо, что санкций не последовало к Суровцевой, но это все-таки штрафной удар. Это все-таки нарушение правил в атаке. Иванчик обыгрывает Викторию Мальчик, но далеко отпускает мяч и перехват. САС. Какая попытка технично сыграть. Так, красиво, но увенчалась на потере мяча. Пас пятки на оппонента. Атака левым флангом. Налево. Какая пронизывающая передача! Куч! Спасает здесь свои ворота и команду Виктория Крылова. Отличный сейф от Крыловой, который не доводит счет до совсем уж неприличного 1-5. И воспряли духом подопечные Сергея Русецкого. Не было ли там положения вне игры у Куч, но у нас камера чуть позже сместилась туда. Раз не было зафиксировано судейской бригадой, то я склонен
согласиться. Один 4 все так же продолжается у нас по ходу встречи. Есть попытки атаковать у Зорки БДУ. Нравится мне эта команда, потому что, несмотря на то, что есть разрыв в счете, да, они понимают, что отыграться будет невероятно тяжело, да. Конечно, когда хет-трик делает один из игроков, это не очень приятно в твои ворота. У нас очередная замена. Отыграла свою Екатерина Чаюк. Убирают Катю с игры. Причем, что она была уже замена, она как раз таки выходила на замену, интересно, но Надежда Воскобович появляется под 17 номером. Посмотрим, как это отразится на игре. И ввод мяча в игру мы увидим в исполнении Зорки БДУ. Напомню вам, если все-таки матч завершится победой футбольного клуба «Минск», а пока все идет именно к этому, досматриваем эпизод, на месте Мария Жеманакова, то 51 балл станет суммарно у футбольного клуба «Минск». И всего 3 очка отделяют их от первой строчки, на которой расположилась Минская «Динамо». Но у «Динамо» матч, в запасе. «Зорка» остается на 3-й позиции с 37 набранными баллами. Ближайший преследователь Гродненский «Неман» 34 набранных очка и тоже матч в запасе. Ниже расположился Могилевский «Днепр». Далее на 6-м месте Бобручанка, на 7-м Беларусь У-19, команда АБФФ. Ну и ниже Витебск, Брестская «Динамо» и Гомель, сборная Гомельской области. Но вернемся от перипетий турнирной таблицы к перипетиям на футбольном поле. Марчик здесь хорошо сыграла на опережение против Иванчик. Нарушение правил. Мяч у центра дефов Минска. Передача на левый фланг. Гирчи здесь противодействует игроку Минска. И в итоге мяч возвращается к линии обороны и даже к вратарю. Кубичная налево на Саулу. А Саула дальше продолжает двигать мяч по левому флангу. Куч. Гирчит закрывает корпусом, но здесь тяжело, конечно, и бороться. Нарушение правил. Еще одна замена в составе футбольного клуба «Минск». Оту покидает пределы поля 18 номер, вместо нее появляется. Сейчас попытаюсь рассмотреть, кто же это. По-моему, это Осмыкович. 17 номер, да, так и есть. Наталья Осмыкович вступает в игру. Под 17 номером. Сыграна половина второго тайма. Еще четверть игры впереди. Хорошая атака! Да, и нарушение правил в атаке увидим мы. Либо удар от ворот. Да, все-таки это нарушение правил в атаке, да, так и есть. Перестаралась здесь Яна Бенкевич, по-моему, это была. Нет, простите, это Надежда Воскобович, как раз недавно появившаяся на поле, 17 номер. Я еще подумал, что Бенкевич делает на острие атаки.
и увидел, что это Воскобович. Сильно вперед на левый фланг. Добирается до мяча Побегайло. Обыгрывает 1 в 1. Входит в штрафную. Не получается у Крыловой зафиксировать мяч, но тем не менее она его выбивает вперед и начинает контратаку своей команды. Ох, тяжело здесь будет Воскобович сразу против 3. Да, непросто. Кубичная. Капитан играет направо на Марчик. Виктория возвращает мяч капитану команды. И Ксения играет на Саулу налево. Открыто САС, но пас идет на Побегайло. Побегайло чуть опускает мяч, решает вдогонку сыграть в касание, но пас получается неточным. Однако Минск возвращает себе владение. В касание Смакович, неплохо. Нужно переводить вектор атаки направо. Так и происходит. Марчик. Марчик направо на Суровцеву. Суровцева отлично входит в штрафную. Хороший прострел! Перед собой отбивает мяч Крылова, и только близость защитника помогает ей справиться с этим игровым эпизодом. Мяч отправляется за боковую линию. Видимое вбрасывание в исполнении Минска. Смакович. Нарушение правил, конечно, здесь Наталья рукой придерживала и валила вместе с собой игрока Зорки БДУ. Поэтому вполне заслуженное стандартное положение. Снова через вратаря. Такой невероятный просто прессинг в исполнении Минска, Суровцева. И от Миланы мяч покидает пределы поля. Увидим мы вбрасывание в пользу Зорки БДУ. Хорошая проникающая передача, да посильнее бы. По-моему, Полина Гирчиц ее делала. Отмечал я несколько раз в своих репортажах ранее, что у Полины неплохое видение поля. Но вот здесь не получилось у Полины сыграть. Задумано супер, немного не хватило вот по силе, наверное. Даже по точности вопросов нет. Будет передача чуть сильнее, были все шансы у нее для того, чтобы все-таки разрезать оборону Минска. Но тут-то было. Куч. И слышим мы свисток главного арбитра. Редкие атаки Зорки БДУ, правый фланг. Хороший навес свеча. Подбор за Минском. И тут же последует контратака. И снова Зорка с мячом. Перехват. И редкие моменты, когда видим Марию Жуманакову в игре. Борьба на правом фланге. Суровцева все-таки выходит победителем и даже делает передачу на Капитанович.
Вот такой заброс. Да. Нарушение правил. В очередной раз достается Крыловой. В очередной раз Виктории Крыловой больно. И необходимо появление медиков. Будем надеяться, Виктория сможет продолжить игру. Здесь, так, Наталья Смыкович довольно в жесткий стык пошла с вратарем. Опять-таки, не могу сказать, что это нарушение правил какое-то жесткое. Да, это обычная борьба, это контакт штрафной, вопросов нет. Но пока, признаться честно, никаких вопросов по судейству к главному арбитру у меня нет. Момент сложный, но он с ними справляется. Ждем, пока оказывается медицинская помощь. Неужели потребуется замена или сможет таки продолжить Виктория Крылова? Пожелаем Вике удачи. Нет, судя по всему, отмахнулась Виктория и сможет продолжить игру. Вика, не так долго осталось. Сил тебе, всего 13 минут. Самоотверженная игра. Вот, казалось бы, 1-4, но посмотрите, сколько желания в движениях, сколько желания отыграть, отквитать хоть что-то у команды Сергея Русецкого. Есть характер у этой дружины. Еще одна замена у нас в игре. Все-таки покидает поле Армиса Куч, автор 3 забитых голов в сегодняшней встрече. Согласитесь, неплохо так. А вместо нее появляется Елизавета Пинчук под 10 номером. Пожелаем Елизавете войти в игру и, может быть, тоже отметиться. Ну а тем временем очередная атака Зорки БДУ. Да, конечно, как-то предпочтительнее, по фамилиям поинтереснее, поимените, как минимум, скажем так, смотрится скамейка Минска, нежели скамейка Зорки БДУ. Да, возможно, невозможно, давайте признаем как факт, что у Пышника обойма заряжена чуть посильнее, чем у Сергея Русецкого. Но, однако, никто не отменял того, что это футбол, это игра. Настроиться на игру может любая команда. И не раз и не два мы слышали и видели интереснейшие камбэки, за что мы и любим этот спорт. Возможно, сегодня как раз таки один из таких вечеров. Еще 10 минут есть для того, чтобы отквитать хотя бы один и, возможно, вернуть некую интригу в сегодняшнюю встречу у Зорки БДУ. С другой стороны, понимаем мы и видим мы, что Минск отнюдь не собирается отсиживаться в обороне. Видим мы большое количество замен. И есть что доказывать и Суровцевой, и Марчик, и Асауле, доказывая, отвоевывая место в составе, показывая, что они ничуть не хуже прибывших легионеров, которые усиливают клуб перед Лигой чемпионов. Ну и видим мы, что легионеры, в свою очередь, тоже показывают свой уровень. Армиса Куч сегодня оформила хет-трик, что определенно говорит об ее уровне.
Напомню, до сегодняшней игры у нее было сыграно 4, по-моему, всего встречи в чемпионате, и 8 раз она уже отличилась. С учетом сегодняшней, 5 игр, 11 голов, это отнюдь немало. Менее 10 минут. Ну и плюс, возможно, некое время, которое будет компенсировано. Неизвестно, сколько его будет, конечно. Будет ли оно как таковое, но... Я думаю, с учетом празднования голов, с учетом оказания медицинской помощи Виктории Крыловой, все-таки некое время компенсированное, возможно, мы сегодня увидим. Последние 10 минут на все про все у команд. Суровцева, хорошая передача, но прочитана она. Отличный выстрел, но чуть-чуть выше перекладины. Ох, неплохо. Минск тоже не собирается оставаться в стороне. Вполне себе готов забить еще. Перехват в исполнении Зорки БДУ. Есть шанс для контратаки. Здесь свежая Саула, конечно, грамотно закроет корпусом и не даст добраться до мячу игроку Зорки БДУ. И снова атака Минска, но здесь уже умелые действия защитника, стоит отметить. Более того, остается мяч в игре. Выход из обороны в атаку через пас, неплохо. Здесь Кубичная включается в игру, но слышим свисток главного арбитра. Нарушение правил и стандарт в пользу Минска. Марчик возвращает капитану. Кубичная. Не очень уверенно сыграно на Крылову. Крылова выбивает мяч, но на тоненького. Довольно опасно проводить подобные эксперименты в собственной штрафной. Следует об этом помнить. Обороне Зорки БДУ. В красивой эффектной манере. Сыгран на левом фланге, только мяч очень далеко отпустили. И он, естественно, пределы поля покидает. Увидим мы удар от ворот. 7 минут на все про все. И снова пас через защитника. Удачно. И мяч у вратаря. Мимо Суровцевой на Щерба. Хорошая передача. И встречается здесь с мячом 19 номер Зорки БДУ. Помню, это Полина Герчиц. Ну вот, а дальше все уже немного так не пошло. Атака правым флангом. Заброс налево, но здесь не добираются до мяча первыми футболистки Минска. Однако отскок и мяч снова у них. Смыкович направо. Суровцева. Есть забегание от Марчик справа. Туда следует передача Виктория Марчик. Возврат в центр. Можно бить удар. Чуть выше девятки. Левой проходит. По-моему, это Анна Сас проводила этот выстрел. Да, так и есть. Отличный удар от Анны. Далековато, но очень-очень качественно. Чуть-чуть бы. И доставай, Виктория. Розыгрыш через защитника. Крылова. Низом. Опасно довольно, но Бенкевич находит справа партнера. В пас неплохо.
Выбрасывание в пользу Зорки БДУ. Сразу быстрый ввод мяча в игру. Неплохо. Здесь Асаула отправляет мяч за боковую и снова вбрасывание в пользу Зорки БДУ. Вот так потихонечку через вбрасывание по правому флангу подбирается Зорка к воротам неприятеля. Ускобович. Перехват. Не дают здесь пройти дальше. Десятки. Суровцева. Берет игру на себя. Двух обыгрывает. Входит в штрафную. Отличная передача. И здесь все-таки дотягивается Крылова до мяча и забирает его в руки. Прошло 86 минут игрового времени. Сильный вынос. Где же вынос этот был все 90 минут, 87 минут игры? Почему же скрывала такие способности Виктория Крылова? Возможно, этот вынос был бы интереснее, чем розыгрыш через защитников и робкие попытки выйти из-под прессинга. Тем более знаем, что Минск прессинг любит и в прессинг умеет. Хороший пас на Смыкович, но первая она здесь не будет. А вот здесь нужно что придумать. Хватит ли времени так долго закрывать мяч корпусом? Вот и я предполагал, что это плохая идея. Алина Васильева разобралась здесь. Вопросов нет. Замена. Двойная замена в составе Зорки БДУ. Покидает поле Полина Гирчиц. В игру вместо Полины вступает, по-моему, это Ксения Дубовик. Так и есть. Нет, Дубовик уходит вместо Яны Бенкевич. А вместо Гирчиц появляется Анастасия Кривко. Саула. Атака флангом, перехват от Зорки БДУ. Хороший прессинг в исполнении Зорки БДУ, но видим мы очередную атаку Минска. Марчик. Здесь касание. Сыграла Смыкович с Суровцевой. Милана не догонит этот мяч. Мяч пределы поля покидает. 1,5 минуты до завершения основного времени матча. Очень опасно может получиться. Нельзя так терять мяч. Побегайло, входит в штрафную. Выкатывает пас. Некому там пробиться. Смыкович сильно выше. Наталья хватается за голову, и мы вместе с ней. Да, не получилось здесь у Наташи. Отлично сыграно. Отличный пас. Вот здесь все, казалось бы, идеально. И с 11 метров, с 12, может быть, не попадает по воротам Наталья Смыкович. Последние попытки Зорки БДУ выйти в атаку. Да, сегодня очень немного получалось у дружины Сергея Русецкого. Чего не скажешь о девчонках Пышника. Побегайла
Снова будет вырезать такую передачу в центр. Так и есть. Почти получилось. Сосох, почти не подрабатывая, решается на удар. И, видимо, что посматривает на часы главный арбитр встречи, не за горами финальный свисток, который возвестит нам об окончании игры. Но пока видим мы, что 3 минуты, подсказываю вам, 3 минуты, рефери, спасибо, появляется и в инфографике, 3 минуты мы еще понаблюдаем за игрой. Именно столько помощник рефери добавил к сегодняшней встрече. 3 минуты игра продолжится. Да, тут и большое количество замен. И помним мы, как Виктории Крыловой оказывали помощь довольно долго. Благо Виктория смогла продолжить игру. Сыграна минута и скомпенсирована. Осталось 2. Да простят меня любители и болельщики Зорки БДУ, но 3 мяча за 2 минуты не отыгрываются. Минск в атаке. Хорошая передача. Тут Смыкович пропустила, но побегала слева и чуть не вписывает мяч в ближнюю девятку. Немного не хватило точности. 1,5 минуты до окончания основного времени встречи. Еще одна атака Минска. Не добирается здесь, не дотягивается Суров с водомяча. И через минуту мы увидим логическое завершение сегодняшнего матча. Атака правым флангом. Неплохо. И вновь мяч перехвачен. Смыкович. Марчик здесь не добирается до мяча. Неплохо. Капитан Зорки. Ну а здесь уже не получилось сделать зрячую передачу. Вбрасывание в пользу Минска. Несколько секунд. Все. Сегодняшняя встреча завершена. Итак, мы с вами стали свидетелями того, как Минск упрочивает свою позицию на 2-м месте и начинает дышать в спину минского «Динамо». Зорко БДУ остается на 3-м. С вами был комментатор Павел Быков. До новых встреч на футболе. Всем пока и хорошего вечера.